Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». В Якутии действует самая масштабная программа по переселению из аварийного жилья. Конечно, возникает очень много вопросов по этой программе. И сегодня мы встречаемся по этому вопросу в прокуратуре Якутии. Сегодня с нами встретится старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутии Сергей Александрович Веревкин. Реализация государственной политики, направленной на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе с учетом больших объемов, носит поэтапный характер. И действующая программа захватывает не весь объем аварийного жилья в Якутии, а только ее часть, определенные этапы. В действующую программу переселения включены под переселение и планируются к переселению и расселению аварийные дома, которые признаны таковыми в установленном порядке в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Соответственно, определенный объем аварийного жилья, который признан таковым после 2017 года, в эту программу не включен. Кто имеет право на это переселение? Самое главное, о чем стоит задуматься, это о наличии правоустанавливающих документов и наличии права на проживание. То есть это две большие категории граждан. Граждане, проживающие в жилых помещениях по договорам социального найма, и граждане, владеющие жилыми помещениями на праве собственности. Соответственно, в первом случае правоустанавливающий документ – это договор социального найма, во втором случае это выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества, который удостоверяет право собственности. На сегодняшний момент практика прокуратуры, насколько она сталкивается с определенными трудностями? В органы прокуратуры, как и в любые другие органы государственной власти, вправе обратиться любой гражданин. Поступает много обращений как от нанимателей, так и от собственников. Если к нам обращается наниматель жилого помещения, который проживает в муниципальном жилом фонде, то, соответственно, тут, в принципе, механизм проверки и порядок проверки достаточно простой. Если дом включен в программу, то обращения граждан связаны с тем, что предлагаемый вариант муниципалитетом, дирекцией жилищного строительства, он по тем или иным причинам гражданина не устраивает. Если мы говорим о непрограммных домах, то тут спектр затрагиваемых тем достаточно широк, еще шире. Может быть и необходимость обращения в суд в интересах данного гражданина, поскольку мы тут можем констатировать какое-то бездействие со стороны органов публичной власти, органов местного самоуправления. То есть они устанавливают в своих распоряжениях признания домов аварийных определенный срок, в течение которого они должны дом расселить, но этого не делают. И в таком варианте происходит защита жилищных прав данных граждан. Если мы говорим о собственниках, статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что прокурор уполномочен обратиться в интересах гражданина в суд в том случае, если он по определенным уважительным причинам не может обратиться в суд самостоятельно. Но в случае, если мы защищаем права граждан на проживание в государственном или муниципальном жилищном фонде, то вот этот критерий, невозможность самостоятельно обратиться в суд, он не действует, не применяется. То есть в интересах нанимателя мы в суд можем обратиться в любом случае и защитить его права, а если мы говорим о собственниках, то тут, к сожалению, в соответствии с ГПК мы несколько в этом ограничены. Мы можем обратиться в суд в его интерес только в том случае, если он в силу возраста, дееспособности, по каким-то иным уважительным причинам сам не может обратиться в суд. Вот если мы вспомним 86-89 статью Жилищного кодекса, которые как раз таки посвящены вопросам переселения граждан из аварийных домов, подлежащих сносу, в которых есть муниципальные жилые помещения, то эти нормы предусматривают следующее. Гражданин, проживающий в таком жилом помещении на основании договора социального найма, вправе претендовать и в последующем получить другое жилое помещение, которое должно быть благоустроенным, равнозначным и находиться в пределах того же населенного пункта, в котором находится, собственно, вот этот аварийный дом, о котором мы говорим. Вот я обозначил несколько терминов, как благоустройство, равнозначность и в пределах населенного пункта. Что такое равнозначность? Равнозначность – это предоставление нанимателю жилого помещения другой квартиры площадью не менее, чем ранее занимаемая. То есть было у человека
30 квадратов условно, да, соответственно, ему должны дать не менее 30 квадратов. 29 это уже нарушение. В то же время бывают такие случаи, граждане часто обращаются, вот у меня было 30 квадратов, а у меня семья с составом, там, допустим, 4 человека, 4-5 человек. Соответственно, на каждого человека приходится меньше 9 квадратных метров, что не соответствует норме предоставления, скажем, например, по городу Якутску. В городе Якутск норма предоставления 12 квадратных метров. Меньше 12 значит нарушение. Здесь мы все-таки должны понимать, что если мы говорим о переселении из аварийного жилья, о программе нашей, да, республиканской, действующей, региональной, адресной, то она носит компенсационный характер, как указывает Верховный суд в своих судебных актах. То есть что это значит? Реализация адресной программы переселения гарантирует гражданину переселение в те минимальные условия, которые у него были до переселения, то есть в равнозначное жилое помещение. Что не лишает его права в дальнейшем, если он ранее состоял или не состоял, то в дальнейшем встать на учет по месту жительства в органе местного управления, на учет как малоимущий и нуждающийся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, и в дальнейшем претендовать на расширение, на улучшение своих жилищных условий на общих основаниях. Аварийное жилье должно исчезнуть. На сегодняшний день многие говорят о том, что у меня за это время семья появилась. На сегодня закон говорит совсем другое. Вот семья появилась, ты думай сам четко. Вот тебе государство дает и компенсирует именно ту площадь, которая у тебя была. Я правильно высказываюсь? Совершенно верно. И если ты хочешь претендовать на более, то ты должен уже сам решать. И да, и нет, потому что, вот как я уже сказал, да, все-таки жилищное законодательство, действующее в Российской Федерации, предусматривает возможность, если гражданин малоимущий и он нуждается в предоставлении жилищных условий, предоставлении жилого помещения, в расширении, да, нуждающимися, по крайней мере, по городу Якутску, кто считается? Это граждане, которые проживают в жилых помещениях, и на каждого члена семьи приходится менее 9 квадратных метров. Если этот критерий соблюдается, и немаловажно, опять же, люди забывают, если гражданин является малоимущим, то тогда он имеет право на общих основаниях претендовать на улучшение жилищных условий. Ну, основной, наверное, вопрос переселенцев, почему у меня нет права выбора, мне надо, ну, не хочу я в Звездное, или наоборот, не хочу там на Свердлова. Верховный суд Республики, где в своих судебных постановлениях, рассматривая жалобы граждан, гражданин не соглашался с предоставленным жилым помещением, указывая на то, что оно находится на значительном отдалении от его предыдущего места жительства, там нет социальной инфраструктуры, ему далеко детей в школу отводить и далеко от больницы. Ну, Верховный суд на это указал на то, что в соответствии с законом это не имеет значения. То есть требования к инфраструктуре не предъявляются, он должен получить жилое помещение в пределах населенного пункта. Эти пределы населенного пункта соблюдаются, пусть это и другой район города, но это в пределах города Якутска. Соответственно, суд постановил, что подобная практика является законом. Здесь можно не получать квартиру, а получить возмещение. Но какие здесь Вы условия? правы, да, но это касается только переселенцев, которые являются собственниками жилых помещений. То есть наниматель обязательно должен получить другое жилье, другую квартиру, а собственники жилых помещений, вот, у них есть право выбора. Либо они получают денежное возмещение, то есть у них старое жилье изымается, им предоставляется денежное возмещение, либо они получают другое жилье. Соответственно, если гражданин желает получить деньги, то и при этом он является собственником, то да, пожалуйста. Но они собственники и купили после 1 января 2017 года, и здесь начинается вопрос. Ну вот есть у нас положение закона, часть 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, где прямо прописано, что если гражданин приобрел жилое помещение в доме после признания его аварийным, то он вправе претендовать исключительно на получение денежного возмещения. Причем не по рыночной стоимости, а по стоимости заключенной им сделки на приобретение этого жилого помещения. Поэтому, если у кого-то есть мысли что-то подобное сделать, то нужно иметь в виду. Возмещение будет исключительно по стоимости заключенной сделки. Вот эта программа в будущем году завершается.
Как только действующая программа завершается, то встает вопрос о принятии следующей программы уже на следующие этапы, да, то есть на расселение домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Ну и, соответственно, не только ее принять, но, разумеется, ее финансирование, как из бюджета республики, так и из федерального бюджета или бюджета публично-правовой компании Фонд развития территорий. Но вот если мы говорим не по республике в целом, да, а по городу Якутску, да, то по городу Якутску реализация мероприятий, действующей программы будет завершена в этом году, не в следующем, в этом. И что касается уже мероприятий по расселению следующих этапов, да, то на уровне как правительства республики, так и на федеральном уровне соответствующие решения уже приняты. То есть это не значит, что вот наша программа действующая закончится и все. Больше поддержки с федерального центра не будет. Конечно, будет. Будут, просто дело в том, что по закону мы на уровне республики не можем принять следующую программу переселения, пока не завершим текущую. Поэтому вот как только завершим текущую, уже будем думать о необходимости принятия следующей. Ну, естественно, завершается текущая программа. Много нарушений с точки зрения прокуратуры. Вы же надзираете, в принципе. Или все-таки плановые показатели выполнены? Если мы говорим о реализации показателей программы, да, то есть у нас, насколько мне известно, есть два показателя эффективности реализации программы. Это количество переселенных граждан и количество расселенного аварийного жилья. Данные показатели с 2019 года ежегодно достигаются. Есть определенные проблемы, есть определенные шероховатости. Мы все это видим, мы все это знаем. По данным фактам мы принимаем меры, но по итогам реализации каждого года такого, чтобы показатели не были достигнуты, такого не было. И я хотел бы напомнить, только благодаря правительству Российской Федерации, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, переселение из аварийного и ветхого жилья стало возможным. Это серьезно, и я не помню, чтобы в каких-либо странах такие программы существовали. И надо это помнить и знать. Добрый день, служба безопасности вашего банка. Подозрительную транзакцию по вашему счету. Но Светлана Петровна включила разведчика. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы мы могли перевести деньги на безопасный счет. Звякнув банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку, без разговоров.